именно данный большой флаг, его привезли из Турции, из Анкары. Инициатива принадлежала представителям нашей крымско-татарской диаспоры. Они пошили данный флаг, прислали его, и, кроме того, представители есть здесь, приехали в Киев. Какие размеры его? 6 метров на 39 метров. 6 в ширину, 39 в длину. Всем можно? Все. Пожалуйста. Да, это существенно отличается от тех 90-х годов, когда в Украине, собственно говоря, не то что недооценивали, а как-то игнорировали крымско-татарский фактор. Сегодня день нашего крымско-татарского флага Барак Коню. Это часть нашей самоидентичности нашего крымско-татарского народа. Крымско-татарский флаг – это сейчас символ сопротивления оккупации, причем не только для крымских татар, но и для всех людей, всех национальностей, которые ожидают, борются за освобождение Крыма. В VI веке тюркский каганат распространился на огромной территории, и в него вошли земли Казахстана. В 70-е годы VI века границы тюркского каганата достигли Черного моря. О господстве тюркского каганата также свидетельствует Тюрко-Византийское соглашение 568 года. Это был политический союз, направленный против Ирана, или же, как в некоторых источниках отмечается, государство Персия. Главным принципом этого соглашения было, как я уже сказал, военно-политический союз против Ирана, а также торговля по Великому Шелковому пути и ее развитие. Кроме того, свидетельством могущества тюркского каганата является то, что ежегодно китайские государства преподносили в качестве дани тюркскому кагану Мукану около 100 тюков шелка. Походы на запад 10 тюркских туменов возглавил Каган Иштими, который также покорил сагдийцев и эфталитов. Эфталиты – оседлые племена Средней Азии, оказавшие наибольшее сопротивление по пути продвижения на запад тюркским каганам. В VI веке тюркский каганат становится одной из крупнейших в Евразии держав. И был народ с тюркским именем Хазары. Это имя само по себе значит примерно то же, что и имя родственное казахов. То есть это означает кочевника, жителя степи. Хазары обеспечили славянским переселенцам, земледельцам, колонистам спокойную жизнь. И они были в этом заинтересованы, потому что славяне действительно должны были платить им дань.
за мир, за спокойствие, дань хлебом, а хлеб всегда был необходим кочевникам во все времена. Кочевники не могли обойтись без земледельцев, без земледельческой колонизации. Вот под эгидой хазар славяне смогли расселиться не только до Среднего Днепра, но даже и до бассейна Дона.